Заявление, опубликованное Всемирным советом мусульманских общин после посещения Восточного Туркестана в рамках границ, установленных Китаем, вызвало негативную реакцию. Али Рашид Аль-Нуайми, председатель Всемирного совета мусульманских общин, встретился с официальными лицами Коммунистической партии Китая во время своего визита в Восточный Туркестан, оккупированный пекинским режимом. Аль-Нуайми, гражданин Объединенных Арабских Эмиратов, после визита поделился постом в социальных сетях в аккаунте совета, основателем которого он является. Заявив, что арабский мир всегда имел хорошие отношения с Китаем, Аль-Нуайми охарактеризовал зверство Коммунистической партии Китая в отношении турок-уйгуров как борьбу с терроризмом. Правозащитные организации сообщили, что Казахстан может экстрадировать в Китай казаха, родившегося в Восточном Туркестане. В своем сообщении в социальной сети Twitter представители казахской правозащитной организации «Атаюрт» пояснили, что власти Казахстана потребовали, чтобы казахский турок по имени Бакыткельди Нурданба, родившийся в Восточном Туркестане, но в настоящее время проживающий в стране, покинул государство. Сообщается, что казахский народный артист Нурданба, которому власти Казахстана рекомендовали покинуть страну и отказались предоставить гражданство, рискует быть экстрадированным в Китай. Подписано совместное заявление между НАТО и Европейским Союзом с целью расширения сотрудничества против России и Китая, продолжения поддержки Украины и перехода сотрудничества между двумя сторонами на новый уровень. Совместное заявление подписали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель на церемонии в штаб-квартире НАТО. Власти Пекина сообщили, что в ответ на меры COVID-19, введенные Южной Кореей и Японией в отношении путешественников из Китая, прекращается выдача виз гражданам этих стран. Правительство Южной Кореи приостановило полеты в города Пусан, Тэдэку и Чеджу, ограничив полеты между Южной Кореей и Китаем только аэропортом Инчхон в столице Сеула. Япония также приостановила полеты в некоторые города, одновременно требуя тестирования на COVID пассажиров, прибывающих из Китая. В пакистанском порту Гвадар, стратегическом узле пакистанско-китайского экономического коридора, вспыхнули массовые народные протесты против проекта. В сообщении, опубликованном 7 января в журнале «Дипломат», говорилось, что город Гвадар был отключен от внешнего мира телефонной и интернет-связью. Хотя телефонная связь появилась 28 декабря, интернет-услуги не предоставлялись. Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок посетила украинский Харьков, где продолжаются боевые действия. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем твиттере сообщил, что его немецкая коллега Бербок поддерживает контакты в Украине.